Возврат идет через синюю фишку. Джонни, где твои штаны? А? Не, не скажу. Граєм моцно, гуляєм щиро, хлопці з тутейших містин. Я разом з вами, я розумію, що я такий не один. Громко разом зможем перемогти. Хорошо, отпуск всегда проходит хорошо. Часть на Красном море, часть на родине. То есть все прошло хорошо. Футбол соскучился или так? Да, да. Сезон да, ждет? Да. Надо бегать с командой понемножку. Крикнем у неба свое, полетим. Ты разом с нами, ты разумеешь, что ты. Валерий, поздравляю всех с началом межсезонья. Вот. Как для тебя прошла первая тренировка? Ты сегодня был и на воротах, и в нападении, и в полузащите, и в защите. Это от чего такая странная у тебя была сегодня тренировка такая странная? Ну, здравствуйте, да. Спасибо за поздравления. Вышли, первая тренировка, но первая неделя такая у нас будет втягивающая. То есть больше вспомнить, соскучились по футболу, вспомнить, подвигаться. Вот сегодня пришлось и в воротах, и в поле поиграть. Как вообще ты провел отпуск? Отпуск провел с семьей, съездил к теще на месяц, побыл у нее в гостях. Все спокойно, дома, в Минске, никуда не ездил, был тут. Ожидал начала сезона или бы еще отдохнул? Не, уже как бы соскучился, уже почти 2 месяца уже хотелось быстрее выйти, потренироваться, поиграть, ребят встретить, увидеть. А чего ожидаешь вот от клуба в новом сезоне? Как думаешь, не трудно будет построить новую команду? Все-таки 5 игроков пока только у нас на контракте, остальные новички. Ну, такой вопрос сложный, наверное, не мне, но знаю, что работа ведется. Сейчас вот сегодня было много новичков, ребят неплохих по меркам первой лиги, высшей лиги, которые могут быть даже играть в высшей лиге. Ну, я думаю, еще 3 месяца, за 3 месяца команда скомплектуется, и я думаю, будет боеспособна, и мы покажем, я надеюсь, максимальный результат в этом году. Конкуренты есть в том числе и на твое место вратарское. Как не ощущаешь? Ну, смотрю, вижу, да, приходит, скажу так, как бы конкуренция никогда не мешала никому. Она, наоборот, подстегивает развиваться, тренироваться еще лучше. Так что спокойно к этому отношусь. Нормально. Спасибо. Ну, поздравляю как с началом межсезонья. Отпуск пролетел быстро, удалось отдохнуть. И как вообще? Скучали ли по футболу или думали, может, еще немножко можно отдохнуть? Нет, на самом деле соскучился уже давно. И не только я, и ребята, я думаю, что соскучились уже и писали в группе, что пора выходить и работать. Все-таки готовимся к новому чемпионату, стоят задачи. Вот, поэтому все с удовольствием пришли сегодня на работу и начинаем плодотворно трудиться. Ну, наверное, в межсезонье будет приходить много на просмотр игроков. Вот как вы, как тренер, вот, как это вообще происходит процедура? Хотел бы вас спросить. Вот вратарская, вот приходит вратарь, как узнать, что он годится или не годится нам? Ну, во-первых, смотря откуда он приходит, мы разговариваем с тренерами по вратарям тех клубов, откуда они пришли, смотрим статистику, смотрим данные физические, вот, изначально. Ну и уже непосредственно на тренировочном процессе и в играх в товарищеских просматриваем. Решающее мнение за вами? Как? Да, я думаю, что да. Ожидайте какого-то пополнения? Ну и понятно, что у нас Валера Фомичев это номер 1. Ну вот сейчас взяли молодого Клещука с Динамо, опять же по хорошим отзывам. Вот, сейчас будем просматривать. Молодой, обученный,
я думаю, что создаст хорошую конкуренцию. Также у нас Лойко есть, он тоже будет стараться трудиться. В общем, не будет такого, что Валера будет расслаблен, все время знать, что он номер один. Нет, будет здоровая конкуренция, спортивный принцип, поэтому все ребята готовы, все хотят играть и все будут трудиться. Спасибо. Артем, не секрет, что самая хлопотливая должность в клубе – это администратор. Вот ты прошлый сезон, скажем так, побыл им, как не отпало желание заниматься этим больше? Нет, конечно, не отпало. Есть большое желание продолжать дальше. Тем более в этом году хотелось бы все-таки, чтобы уже постараться выйти в высшую лигу и выполнить задачу поставленную. Вот, поэтому желание большое, наоборот, только вперед. В команде сейчас будет много новых футболистов, даже сейчас на просмотре их много, да? На основе предыдущего опыта уже просто будет находить с ними общий язык, потому что они же говорят, что иногда и не слушаются, и форму не складывают. Или ты уже научил их порядку постепенно? Но всякое бывает. Не, я думаю, быстро найдем общий язык и с новыми футболистами, и возобновим язык и с игроками уже, которые у нас были. Я думаю, ничего, проблем не будет в этом. Вот. Ну, спасибо. Пожалуйста. Он моя русская, возьми ты. Ну, я не дома, а что ты хотел? Говори. Дмитрий, ну ты уже, скажем так, теперь самый опытный игрок Кромкачева не в плане возраста, а в плане того, сколько ты провел за нас сезонов. Ждем тебя и в этом сезоне, конечно, что ты будешь за нас выступать и, скорее всего, будешь капитаном. Какой для тебя сейчас вот первая тренировка, начало сезона, определенность, неопределенность с будущим есть? Ну, пока в процессе переговоров. Но я думаю, что точки соприкосновения, надеюсь, что найдем. Теперь кто будет музыку ставить в раздевалке? Саша Не Булинов? знаю, но найдем, может, Саша передаст привет и отдаст свою колонку нам. По ощущениям сегодня как было тяжело? Ну, конечно, втягивающая. Ну, такая тренировка была не слишком нагрузочная, но, конечно, всегда тяжело вкатываться после долгого перерыва. Ну ничего, все готовы работать. Как отпуск прошел? Ты всех кто-то Нормально, плодотворно, отдохнули, набрали сил, все, и готовы покорять новые вершины. Ну, ты чувствуешь, что все будет у тебя хорошо. Мы желаем тебе того же самого. Постараемся. И ждем в клубе. Постараемся. Хорошо, спасибо. Что ты там снимаешь? Если время такое устраивает, значит так и будем собираться. Завтра у нас занятия на... Охарактеризуй в одно слово тренировку. Я скажу завтра. А? Не, не скажу. Нормально, втягивайся. Втягивайся? Отлично. Пару слов. Давай. Поздравляю с началом межсезонья. Это миф, что футболисты скучают по футболу в отпуске? Или действительно на самом деле так происходит? Спасибо за поздравления. Хотелось бы тоже всех поздравить с началом, можно сказать, сезона. Да, конечно, это не миф, потому что занимаемся любимым делом. И все-таки за это время отпуска успеваешь соскучиться. Не можешь себе дома место найти. Поэтому с удовольствием видно и по ребятам, и по себе, что желание огромное. И видно, что, конечно, да, все соскучились. Поэтому.
Как прошла первая тренировка? Вот так вот, по личным ощущениям. по Завтра не личным будет ощущениям. болеть ноги, руки, там спина? Не, но все-таки не забывайте, что никто на диване дома не лежит в отпуске. Все-таки как-то приходится поддерживать форму самостоятельно. Тренировки сейчас стягивающие. Ну, видно, что ребята на эмоции, очень много эмоций, желания. Ну, это приятно. Видно, что нет равнодушных. Все с хорошим настроением вышли. С такой погодой можно проводить зимний чемпионат республики белорусского футбола? Ну, мини-турнир можно, это точно. Все-таки должен, конечно, и отдых быть, поэтому нет, все-таки зимой стоит отдыхать, конечно. Спасибо за позитивный комментарий. воздухе вообще, в принципе, бодрит. Знаешь, как на самом деле отбирают футболистов в команду? Вот у кого самая мокрая футболка, а в этом Артем я знает. проверяю, а потом... Да, и потом говоришь, у кого самая сухая, того выгоняют сразу из команды, а у кого мокрая, того берут. Ну, значит, нормально относится к Да тренеру. некоторые хитрецы могут еще, когда пьют, они специально так водички чуть нальют себе. Построить, найти игроков. Или наметки уже все готовы, примерно список игроков на просмотре есть. Да, правильно сказали. У нас сейчас стоит самая главная задача – комплектование команды. И в первую очередь мы хотим уже на пинский сбор процентов на 90 укомплектованными поехать. Единственное, после Пинска можно новое подписание будет. А так у нас это самая главная задача сейчас – комплектовать. Да, наметки есть, будем выбирать, будем с ребятами разговаривать. Самое главное, что у нас есть обратная связь с футболистами. Я думаю, что и верю, все хорошо будет. Очертите примерно тренировочный процесс. Сколько сейчас тренировок будет в неделю? Вот. Какие еще, кроме просто занятия на поле, какие еще тренировки? До Пинска мы будем тренироваться в одноразовом режиме. У нас будут недельные циклы. 5 дней мы тренируемся. 6-й день – это суббота, игры. Спарринги уже расписаны. 1 февраля мы играем здесь с Нафтаном. 8 февраля мы едем в Дзержинск. 15 февраля мы играем с Энергетиком. Затем по воскресеньям у нас выходные будут. 17 мы заезжаем на сбор в Пинск, где запланированы двухразовое занятие. Что касается учебно-тренировочных занятий здесь, они будут как специфического, так и не специфического плана. Запланировано 2 занятия в зале, там кардио занятие, шейпинг, и второе такой же направленности занятие будет на 2-й неделе. Сегодня прошла первая тренировка. Как вам состояние футболистов так вот для первой тренировки? Ну, меня порадовало, что те футболисты, которые, скажем так, наши, они в хорошей форме на данный этап. То есть ребята добросовестно отнеслись к отпуску, и видно, что они занимались в отпуске самостоятельно, поэтому сейчас никаких проблем, я думаю, не возникнет. Причем у нас запланировано тестирование. Я думаю, что оно тоже подтвердит, что наши парни в хорошей форме, опять же, повторюсь, для данного этапа. Спасибо большое. Ворон не стоит на месте, вороны идут вперед. Бей, забивай, кричи.